Здравствуйте, уважаемые телезрители! А знаете ли вы, что в XII веке среди дипломатических миссий, прибывавших к византийскому двору, была и абхазская дипломатическая миссия? Мало этого, сын византийского императора Иоанна Комнина, Алексей Комнин, был женат на абхазской княжне, и от них пошла целая ветка генеалогического древа Комнинов. И сегодня тема нашей лекции звучит так: византийские исторические сочинения эпохи Комнинов об абхазах. Ну, как известно, по истории Абхазии XII века у нас сохранилось не очень много сведений, тем более ценными и важными для нас являются те сведения, которые имеются у византийских авторов XII века. Нала Касландзе окончила Сухумскую 20-ю школу, затем историко-юридический факультет и аспирантуру АГУ. Работала научным сотрудником отдела философии и социологии Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований. Занималась проблемами абхазо-адыгских культурно-этических параллелей. Преподаватель кафедры истории, археологии, этнологии Абхазии АГУ. Научный сотрудник отдела истории АБИГИ. Автор 20 научных публикаций. Основные научные интересы – история Абхазии, раннего и высокого средневековья. Сразу хочется оговориться, что рамейские историки XII века именуют Абхазию Абазки или Авазки, а абхазов Авазками, так же, как это делали их предшественники в более ранний период. Из всех авторов хотелось бы мне выделить сообщение Иоанна Зонары, византийского историка, высокопоставленного чиновника, которое касается участия абхазов в событиях, связанных с приходом к власти одного из самых ярких представителей династии Комнинов, Иоанна Комнина, которое произошло в 1118 году. Ну, вначале немножко о самой династии Комнинов. Значит, Комнины правили Византийской империей чуть более 100 лет, с 1081 по 1185 год. Наследство им досталось весьма тяжелое, потому что в последней четверти XI века византийцы потерпели тяжелое поражение от турок-сельджуков в битве при Мацикерте. Был пленен византийский император Роман IV Диоген, и вообще Византия очень много территорий потеряла. Но с приходом к власти династии Комнинов Византия не только сумела восстановить свои позиции, но вернула былую славу и величие. И одним из самых известных, удачливых и талантливых византийских императоров из династии Комнинов был Иоанн, который был старшим сыном основателя этой династии Алексея I Комнина. Известно, что еще будучи совсем юным, он был привлечен отцом к участию в управлении государством и получил титул кесаря. Это высший титул, светский титул Византийской империи, следующий после титула Василевса, который носил византийский император. С точки зрения Алексея I, Иоанн мог стать его достойным преемником, но другого мнения об этом была супруга императора и мать Иоанна Ирина Дукиня, которая считала, что императорский трон должен перейти старшей дочери Анне и ее мужу Никифору Врению. Вот из-за вот этих достаточно таких острых, напряженных отношений внутри императорской семьи в последние дни жизни императора Алексея I
значит, случились очень такие события сложные, связанные с противостоянием двух дворцовых группировок, одна из которых поддерживала Иоанна в качестве императора будущего, а другая Анну. Ну, надо сказать, что Иоанн Камнин проявил решительность, и он привлек на свою сторону много представителей византийской знати, а также ему оказал большую поддержку его младший брат Исаак. И Иоанн направился в Манганский дворец, где в это время находился умирающий Василевс, дабы завладеть перстнем с печатью, главным атрибутом государственной власти. Иоанн действительно сделал это с согласия, как говорят византийские хронисты, согласия Василевса, взял этот перстень и решил отправиться в Большой императорский дворец. И вот именно это событие подробно описано Иоанна Зонары. В это время Манганский дворцовый комплекс находился фактически в осаде приверженцев Иоанна. И когда Иоанн с небольшой свитой выехал из Манганского дворца, вот цитирую по Иоанну Зонаре, у ворот Манган его, то есть Иоанна, встретили аваски, которые прибыли из Аваски с девушкой, обрученной со старшим сыном кесаря. Увидев Иоанна, они подняли крик и преклонили колено. То есть это очень важное свидетельство Иоанна Зонары, говорит о том, что абаски или абхазы, которые в этот период, в этот момент находились в Константинополе, они были вовлечены в конфликт дворцовых группировок. И более того, они первыми приветствовали Иоанна как императора, что и позволило Иоанну Зонаре выделить их из разноликого константинопольского люда, который собрался у Манганского дворца. Значит, действительно, решительные действия Иоанна и его приверженцев внесли смятение в лагерь его противников, и Иоанн сумел все-таки беспрепятственно получить благословение в храме Святой Софии. Константинопольский патриарх венчал его на царство. Ну и вообще надо сказать, что Иоанн Камнин вошел в историю как один, я уже как говорила, один из выдающихся византийских императоров, причем он удостоился самых лестных эпитетов не только от своих современников, но и от историков, специалистов, которые занимались историей Византии. Например, французский историк XIX века Шарль Лебо назвал его Марком Аврелием Константинопольским. Современники же ему дали имя Иоанн Калоян, то есть Иоанн превосходнейший или Иоанн красивый, но этот эпитет относился не к его внешности, а относился к его душевным человеческим качествам, поскольку Иоанн проявлял большую терпимость к своим политическим противникам, что было редкостью для средневекового монарха. Кроме того, он занимался благотворительностью и вообще был весьма набожным человеком. Значит, как я уже сказала, из сообщений Иоанна Зонары мы знаем, что абхазы находились в Константинополе вместе с девушкой, которая была предназначена в жены старшему сыну Иоанна Калояна, потому что они говорят, старший сын кесаря. Иоанн в это время еще носил титул кесаря, это титул наследника престола. Значит, старшим сыном Иоанна Калояна являлся Алексей. И в это время он еще был достаточно юным человеком, но такие бракосочетания, значит, между фактическим, значит, приводом невесты и фактическим вступлением в брак в Византии проходило определенное время. Вот в этом нет ничего удивительного. Но еще раз говорю, что свидетельство Иоанна Зонары является достаточно достоверным. По какой причине? Иоанн Зонара занимал в этот момент пост Друнгария Виглы, то есть он являлся начальником стражи императорского дворца. Кроме этого, он занимал и должность протосекрита, то есть первого секретаря императорской канцелярии. То есть человеком он был весьма осведомленным, и поэтому каких-то недоверия к этому источнику в отношении вот этих событий, которые касаются
периода правления Иоанна Комнина не может быть, потому что, еще раз говорю, Иоанн Занара был не только свидетелем этих событий, но и их активным участником. Несмотря на то, что вот это сообщение достаточно такое ясное, верифицированное существует, этому сообщению весьма не повезло, потому что ряд исследователей его полностью игнорируют, другие же его неправильно интерпретируют. Но вот известно, что грузинские историки пытались связать вот эту девушку из Авазги, о которой идет речь у Иоанна Занара, с дочерью Давида Возобновителя Катой. Но это не имеет под собой никаких оснований. Почему? Да, действительно, в летописи жизни царей Давида говорится о том, что младшая дочь Давида Возобновителя была отправлена в Константинополь в невестке к греческому царю, то есть византийскому императору, в это время императору еще Алексею Первому. События эти имели место быть в 1116 году, как я уже говорила, но и при сравнении византийских и грузинских авторов не остается никаких сомнений в том, что Ката стала женой сына императора Алексея, севастократора Исаака, который являлся младшим братом Иоанна Калояна. Откуда нам это известно? Значит, отпрысками вот этой четы Каты, которая получила в крещении имя Ирины, и Исаака Севастократора были Иоанн и Андроник Комнины. Вот Андроник Комнин, он очень хорошо известен как византийским авторам, так и грузинским, потому что человеком он был весьма беспокойным, он был непревзойденным мастером политической интриги, и вообще все перипетии его жизни достойны пера такого хорошего романиста, просто диву даешься, сколько событий в одной жизни происходило. И вот Андроник Комнин побывал также на Кавказе, о чем сохранилось свидетельство в летописи «История восхваления венценосцев», которая совершенно точно квалифицирует Андроника как внука Давида Возобновителя. Таким образом, и византийские источники, и грузинские источники нам указывают на то, что Ката, дочь Давида Возобновителя, была женой севастократора Исаака, и никакого отношения к семейству непосредственно Иоанна Калояна не имела, и не могла быть этой девушкой из Авазги. Также в русской историографии существует миф, который пошел еще со времен Карамзина и имеет в своей основе сообщение Густинской летописи, очень уже позднего, 17 века, и многие исследователи ставят под сомнение вообще сведения и вообще нарративную ценность этого источника, в которой говорится, что дочь князя Мстислава Владимировича, который в этот период являлся белгородским князем, была отправлена в греки, то есть в Византию, за царя. Но и ошибочно интерпретаторы этой летописи впоследствии связали имя Евпраксии Мстиславны с семейством Иоанна Калояна. Кстати говоря, события датируются 1122 годом. То есть, а в этот год, как раз 1122, как Иоанн Калоян своему сыну Алексею даровал титул кесаря, право одевать парфиру, обуваться в красные сапоги, то есть фактически провозгласил его соимператором, и ему было уже 16 лет, и по средневековым меркам он уже был достаточно взрослым человеком и должен был уже к этому времени вступить в брак. Так что Евпраксия Мстиславна, видимо, была отправлена в жены кому-то из Комнинов, но не в семейство Иоанна. Значит, к сожалению, источники нам не сохранили имя абхазской невестки Иоанна Калояна, его, жены его старшего сына, однако совершенно четко ясно, что девушка из Авазги, или будем называть ее абхазская княжна, она стала женой соимператора, поскольку, как я уже сказала, Алексей получил от своего отца в 1122 году титул кесаря. Византийский придворный поэт Феодор Продром говорит в одном из своих приветственных стихов о том, что
Иоанн Калоян приискал для своих сыновей, их было 4 у него, прекрасных жен. Значит, в это число мы должны включить и абхазскую княжну. Кстати, судя по всему, абхазская княжна, она не принадлежала к царствующему дому, являлась просто представительницей абхазской знати, но этот факт мы должны воспринимать абсолютно спокойно. Почему? Византинист Василевский отмечал в свое время, что особой разборчивости в степени родовитости приводимых из чужа невест в Константинополе не было. Скажем, если мы будем касаться непосредственно семейства Иоанна Калояна, то, скажем, самый младший из его сыновей, Мануил, сочетался с браком с немецкой княжной Бертой Зульцбах, которая не отличалась, графиней, вернее, Бертой Зульцбах, которая не отличалась родовитостью, являлась своячницей короля Конрада III Швабского, но этот брак был продиктован политическими причинами для того, чтобы скрепить союз между Византией и Гогенштауфенами против норманнов. С женой кесаря Алексея, абхазской княжной, связан один эпизод, который передает Иоанн Кеннам в одном из своих сочинений. Как раз, когда в 1142 году Берта Зульцбах прибыла в Константинополь в качестве невесты для сына императора Иоанна Мануила, сам император и его сыновья отсутствовали в столице, поскольку они занимались организацией похода в Сирию и находились в этот период в Атталии. Поэтому встречать Берту отправилась женская часть императорского дома, в том числе и супруга кесаря Алексея. Так вот, Иоанн Кеннам пишет, что она была одета в платье из кисеи, которое было украшено пурпуром и золотом, но отлив пурпура на кисее делал его темным. И поэтому Берта, которая прибыла в Константинополь и впервые увидела своих будущих родственников, спросила, кто эта пышно одетая монахиня. И это в отношении абхазской княжны. И этот вопрос Берты почли дурным предзнаменованием. Действительно, Берта напророчила беду, потому что дело в том, что в тот момент, когда как раз и происходила эта встреча Берты в Константинополе, в Атталии случились уже горестные события, о которых еще не было известно в столице. В течение всего нескольких дней, октября 1142 года, два сына императора Иоанна, старший Алексей, следующий его брат Андроник, умерли от лихорадки, и их тела морем были в сопровождении брата их Исаака морем были отправлены в Константинополь. Это был очень большой удар для императора Иоанна, потому что было сказано, что он очень надеялся на своего сына, видел в нем своего преемника. Таким образом, следует еще сказать, что то одеяние, которое было на абхазской княжне при встрече, Берты Зульцбах, говорит о том, что она была одета в платье из вессонной ткани, отороченное золотом и пурпуром, носить которое имела право только императрица. После смерти ее свекрови Ирины, на самом деле, супруги императора Иоанна, она, как старшая из императорских невесток, возглавляла женскую часть императорского дома, но после смерти своего супруга она удалилась в монастырь, как об этом свидетельствуют источники. От этого брака кесаря Алексея, его жены, абхазской княжны, родилась единственная дочь Мария. Сведения о ней сохранились у Никиты Ханиата. Надо сказать, что Никита Ханиат иногда представителям семейства Камнинов дает очень критические комментарии, очень критические характеристики. Но Мария – это действительно счастливое исключение из них. Наоборот, он относится к ней с большим пиететом, называет ее украшением царского рода Камнинов. Мария вышла замуж за Алексея Аксуха. Алексей Аксух являлся протостратором, то есть начальником конницы, и сыном Иоанна Аксуха, одного из самых известных администраторов эпохи Иоанна Камнина, его ближайшего друга детства, который занимал пост великого доместика, то есть являлся главнокомандующим византийской армии.
Ну, дело в том, что Мануил Комнин, который стал императором после смерти Иоанна, то есть дядя Марии, весьма ревностно относился к той популярности, которой обладал Алексей Аксух. Он, я еще раз говорю, был военачальником и был очень популярен в армии. И так как у Мануила не было наследников мужского пола, у него было только 2 дочери, вот от брака с немецкой графиней, и он, значит, обвинил своего родственника в колдовстве, и Алексей Аксух был приговорен к казни. Однако горячие просьбы его супруги Марии несколько смягчили сердце Мануила, и он заменил казнь постригом, и вынужден был Алексей Аксух удалиться в монастырь. Но вот эти все события очень тяжело были пережиты Марией, и, как пишет Никита Ханиат, поглощенная чрезмерной скорбью, она быстро умерла, оставив 2 малолетних сыновей. Помимо вот этого свидетельства о таких брачных контактах между представителями абхазской знати, собственно абхазской знати и Византии, сохранились еще другие свидетельства византийских источников, в частности, у Иоанна Кинама. Иоанн Кинам – это тоже источник весьма достоверный, поскольку он являлся секретарем императора Мануила. То есть он официальное лицо, императорский грамматик. Он описывает такой случай, такой эпизод, значит, в 1158-1159 годах Мануил Комнин осуществлял военные действия, то есть военную экспедицию возглавил против правителей Киликии и Антиохии. После победы над правителем Киликии ставка императора располагалась в Тарсе, столице Киликии, и оттуда он намеревался продолжить военные действия против антиохийского князя Ринальда, но последний, предупреждая действия византийцев, решил сам явиться на поклон к Мануилу, и вот это событие описывает Иоанн Кинам и говорит, что в этот период, вот в этот самый момент, когда Ринальд прибыл к Мануилу, при ставке императора находились послы многих народов, которые являлись свидетелями этих событий. Вот он их в этом списке, в этом перечне, в том числе у него значатся послы авазгов, иберийцев, палестинян и армян. То есть в данном случае, как мы видим, что наряду с абазгами значатся и иберийцы. То есть если мы под иберийцами будем понимать грузин, то получается, что с территории Абхазского царства сразу 2 миссии прибыли к византийскому императору, абхазская и иберийская. Еще раз говорю, поскольку Иоанн Кинам являлся секретарем императорской канцелярии, он должен был хорошо разбираться вот в этих вопросах протокола и кто, какие послы находились в это время в Киликии. Значит, вот исходя вот из этих приведенных сведений, следует, наверное, сделать определенные выводы. Значит, судя по всему, вот по мере смещения центра политической жизни с запада на восток при абхазо-багратидах, абхазская знать, я имею в виду собственно, этнически, собственно, абхазская знать, вероятно, утратила вот то или положение или особое отношение с правящей династией, которые были в предыдущий период. И поэтому хотя бы можно привести такой пример. Как мы знаем, в 1120-1121 годах, это зима, Давид Возобновитель совершил поход на Абхазию вплоть до Пицунды. То есть это первый случай, когда царь, который носит титул царь Абхазов, совершает поход на территорию Абхазии. Значит, здесь определенное недовольство, вероятно, политикой Давида Возобновителя существовало. И в этих условиях представители абхазской знати, зная о том интересе, который испытывают камнины к Северному и Восточному Причерноморью, вероятно, пытались с ними какие-то контакты наладить, дабы иметь больше свободы в общении с абхазо-багратидами. О том, что в период правления камнинов они очень такой пристальный интерес испытывали к Причерноморью. Мы знаем хотя бы из того, что они поддержали Олега Святославича, который захватил территорию Тимутараканского княжества и там правил от имени византийского императора. В титулатуру императора Мануила был включен титул государь Зихейский, Хазарский. Кроме того, как пишет Мануил Ставроман,
в период правления Камнинов были сделаны территориальные приобретения на Босфоре Киммерийском, поэтому территория Абхазии тоже, вероятно, интересовала Камнинов, и они были, вероятно, тоже были заинтересованы в установлении таких более близких отношений с абхазской знатью. И, видимо, абхазская знать все-таки имела возможность действовать автономно во многих сферах, в том числе и в дипломатической, как это мы видим из сообщений Иоанна Кинама. Вот. И еще такой интересный факт, насколько мне известно, в Мокском храме была надпись, которая говорится о том, что в XII веке храм был отремонтирован, и говорится о том, что это произошло в период правления царя абхазов Давида и императора Алексея Комнина. Это очень важный момент, что в этой надписи упоминаются сразу два правителя, как правитель царства абхазов, так и византийский император. То есть очень много интересных моментов в абхазо-византийских взаимоотношений в этот период, в XII веке, существовало, и они, вероятно, были достаточно интенсивны, что и нашло отражение в византийских источниках. Вот скажите, практически с началом правления Камнинов начинается новое военное, экономическое, политическое, новое, переформатирование всей системы государственного управления Византийской империи. Вот, и начинается новое движение, новое возрождение Византийской империи. В частности, в военном отношении. Мы знаем, что фемный строй был уже заменен на пронианский строй. Вот. И там и Алексей, и Иоанн, и Мануил в течение 100 лет правят. Тут же в Абхазском царстве параллельно, правят Георгий, его сын Давид, того сын Дмитрий, после него Георгий, да? Вот какую между ними связь вы видите? Видите ли связь это возрождение Византийской империи и в этот период начало новых, мощных, захватнических походов абхазских царей? Есть ли между ними связь? Насчет военных взаимосвязей трудно сказать, но то, что дипломатические связи, династические связи в течение всего XII века были достаточно интенсивные, плотные, это точно видно из источников. А что касается, допустим, военного взаимодействия между камнинами, допустим, и абхазо-багратидами, я не знаю, насколько это по источникам прослеживается. Я, например, такого не вижу военного. Вы согласны, что в этот период, конец XI века, первая половина XII, да. Затем, следующий Георгий, отец Тамар, царицы. Да. Мы же видим, что абхазское войско, абхазские цари, как я сказал выше, начинают новый захват. Помните, Давид Строитель захватывает даже город Кабан в центре Азербайджана, это на территории нынешнего Закатальской области. Я вас поняла. Но, может быть так, что они как-то координировали свои действия. Сельджукский мир, правда, раздробленный уже к этому времени. Да. А с этой стороны, византийцы. Нету разве связи? Неужели Абхазское царство такое было мощным, что оно сразу смогло разгромить и в Дедгорском сражении, и в последующем новый захват без поддержки Византийской империи, византийского государства? Я согласна с тем, что как-то они могли свои действия координировать, свои действия, в том числе, допустим, против общего врага. Почему нет, каким являлись сельджуки? Допустим, в византийских исторических сочинениях каких-то конкретных сведений, что две армии вместе воевали против сельджуков, такого я не увидела. Абхазские феодалы всегда стремились к независимости и потому умело использовали для достижения своих целей интерес Византии к Причерноморью. А мы с вами прощаемся. До новых встреч!